Здравствуйте, дорогие ученики 9 класса! Сегодня с вами учитель географии Иссык-Кульского лицея имени Хусейна Карасаева Куджумкулова Рыскуль Калыковна. Тема урока – Джалабадская область. Цель урока – сформировать представление об особенностях экономико-географического положения Джалабадской области, определить его значение для хозяйства региона, углубить знания о природных условиях и полезных ископаемых, сформировать представление об особенностях населения, продолжить формирование умения работать с картой и вести табличные конспекты. Джалабадская область находится на юго-западном Кыргызстане. Восточная часть входит во внутренний Чиншань. С севера граничит с Таласской и Чуйской областями, с востока Нарынской областью, с юга Ошской областью, с юга и с юго-запада с Узбекистаном. Общая площадь области составляет 33,7 тысяч квадратных километров. Это 16,9% от общей площади республики. Население составляет 1 036 700 человек, это 18,9%. В древние времена через территорию Джалабадской области проходили отдельные ветви Великого Шелкового пути. Сейчас этот регион связывается со столицей республики, городом Бишкек, железной дорогой через Ташкент, сначала Тарас, Ташкент и Ош до Джалабада, и шоссейной дорогой Бишкек, Карабалта, Туашу, Каракуль, Джалабад и Ош. Большое значение имеют железные автомобильные дороги Бишкек-Ош, Ош-Харок, Ош-Сарыташ, Иркештам, которые проходят через Джалабадскую область, связывающие республики с такими странами, как Китай, Таджикистан, Пакистан, Индия. Покажем эти дороги: Ош, Харок, Ош, Иркештам. Теперь рассмотрим районы Джалабадской области. В Джалабадской области есть 8 районов. Первый район – это Аксыйский район. Центром является город Кербен. Второй – Алабукинский район. Центром является Алабука, село Алабука. Базар-Коргонский район. Центр – село Базар-Коргон. Четвертый – Ноокенский район, село Массы. Пятый – Сузакский район, село Сузак. Шестой – Тогусторовский район, центр Казарман. Седьмой, самый большой район, Токтогульский район. Центром является поселок городского типа Токтогул. И восьмой район, самый западный район, Чаткайский район. Центром является село Каныш-Кыя. Ребята, пожалуйста, посмотрите еще раз районы и запишите в тетрадь. Аксыйский район, районный центр, город Кербен. Алабукинский район, районный центр, село Алабука. Базар-Коргонский район, районный центр, Базар-Коргон. Ноокенский район, село Массы. Сузакский район, село Сузак. Тогусторовский район, районный центр, село Казарман. Токтогульский район, районный центр, поселок городского типа Токтогул. Чаткайский район, районный центр, село Каныш-Кыя. В состав области входят 7 городов,
7 поселков городского типа, 415 сел. Города: Джалалабад, Каракуль, Көк-Янгак, Майлы-Су, Кочкор-Ата, Таш-Кумыр. Вы самостоятельно на карте найдите эти города. Теперь рассмотрим вкратце рельеф этого региона. Мы проходили эту тему в 8 классе, поэтому вы должны знать основные формы рельефа. Значительная часть территории области расположена на юго-западном Тянь-Шане, небольшая Тогуз-Тороусская, Кетмен-Тюбинская долины во внутреннем Тянь-Шане. Кетмен-Тюбинская долина, Тогуз-Тороусская долина. Самая высокая точка 4503 метра, пик Афлатун, на Чаткальском хребте. Вот я показываю 4503 метра, пик Афлатун. А самая низкая на метке 600 метров. Это базар, в районе Базар-Кургона. Базар-Кургона. По северо-западным, северным, восточным окраинам области тянутся высокие хребты: Чаткальский, Сусамырто, Молдото и Ферганский хребет. Сейчас покажем эти горы. Чаткальский хребет на западе с Кемским хребтом граничит, на севере Таласский хребет. Вот находится здесь Сусамырто, западный отрог Молдото, северный отрог Ферганского хребта. Здесь есть Атойнокский хребет и Бабашата. Переходящие более к юго-западу в предгорья с мягким рельефом, это Ферганская долина. Значит, еще раз покажем долины. Это Чаткальская долина, Кетмен-Тюбинская долина и Тогуз-Тороусская долина. И самая обширная и большая Ферганская долина. Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых область богата топливно-энергетическими ресурсами. На реке Нарын построены каскады ГЭС. Это какие ГЭСы? Покажем. Это Токтогульская ГЭС, Курбсайская ГЭС, Ташкумырская ГЭС, Шамалдысайская ГЭС, Ючкурганская ГЭС и Камбар-Атинская ГЭС. Уголь добывается в Көкжангаке и Ташкумыре. Значит, Ташкумыре и Көкжангаке. А нефть и природный газ в Чангырташе, Майлы-Су, Избаскенте и Кочкор-Ата. Майлы-Су, Кочкор-Ата, Избаскент и Чангырташ. Кроме того, есть месторождение Сурьмы, это Терексай, и полиметаллический руд Сумсар. Есть месторождение золота Макмал. Используются термальные и минеральные источники Джалабад, Майлы-Су и другие. Территория области богата рекреационными ресурсами, которые привлекают туристов своей красотой. Это Ашламбаб, Кызылүңкүр, ореховый лес Кара-Алма, Сарычелек и Пачата. Теперь вкратце рассмотрим климат. Климат континентальный, лето жаркое, зима на отдельных территориях холодная, средняя июльская температура в предгорно-адырной зоне плюс 22-25 градусов Цельсия,
низкогорной плюс 15-22 градуса, среднегорной плюс 10-15 градусов, высокогорная плюс 10-5 градусов, невально-гляциальной 0-5 градусов Цельсия. Первая половина умеренно холодные, со средними температурами в январе от -2 градуса Цельсия до 15 градусов Цельсия. Количество атмосферных осадков долин, предгорных равнин невелико, ежегодно выпадает 150-200 мм на высотах 2000-3000 метров над уровнем моря, на склонах Ферганского хребта, Атойнокского хребта, Баба-Шаткинского хребта и Чаткайского хребтов до 1000 мм, что создает условия для багряного земледелия. Территория области отличается густотой гидрографической сети и водностью рек. Наиболее крупные реки Нарын, Чаткал, Карадарья. Значит, вы знаете, здесь протекает Нарын. Самый большой приток Нарына Карадарья, значит, входят северные притоки и река Чаткал. К числу их относятся озера Сарычелек и Карасу, и более мелкие. Наиболее крупным из них является живописное озеро Сарычелек, расположенное в северо-восточной части Чаткайского хребта на высоте 1925 метров над уровнем моря. Природные зоны расположены по высотным поясам. Чтобы повторить прошлогодний материал, нажмите видео на паузу, начертите эту таблицу в тетрадь и заполните. Вот, смотрите, природные зоны по высотным поясам на 500 и 900 метрах расположены пустыни и полупустыни. Выше находятся пояс сухих степей и низкогорий. Еще выше лугово-степные леса, лугово-степные среднегорья, леса, субальпийские, альпийские горные луга и самые высокие пояса — это нивальный пояс и гляциальный пояс. Значит, по образцу мы заполним, значит, почву, растительность и животный мир. Теперь перейдем к населению. Население. Вторая по количеству населения 1 036 700 человек, составляет 18,9% населения республики. За 9 лет численность населения увеличилась почти на 200 тысяч человек. Составляет в 2019 году 1 236 800 человек. Из них 22,6% живут в городах, а остальные 77,4% в селах. Значит, это городские жители, это сельские. Население области по своему составу многонациональное. Подавляющее большинство населения области составляют кыргызы. Кроме них живут узбеки, русские, украинцы, таджики, турки и представители других наций. Средняя плотность населения в области выше, чем по республике. 26 человек на 1 квадратный километр. По республике 24 человека. Теперь рассмотрим города. Мы говорили, есть 7 городов. Это Джалабад, Каракуль, Көкьянгак, Майлысу, Кочкората, Ташкумыр, Кербен.
Если посмотреть численность населения, первое место занимает Джалалабад, это центр области, 92,1 тысяч человек. Второе место занимает Таш-Кумыр, 31,7 тысяч человек. Третье место занимает Майлису. Нет, Каракуль, 29,8 тысяч человек. Поселки городского типа Кетменчубе, Кызылжар, Көкташ, Сумсар, Терексай, Токтогул, Шамалды-Сай. Вы, пожалуйста, самостоятельно найдите эти поселки городского типа на карте. По численности населения первое место занимает Токтогул, 16,4 тысяч человек. Второе место Шамалды-Сай и третье место Сумсар. Наиболее крупные села Базар-Корхон, Сусак, Массы, Арсамбок, Алабуга, Казарман. Тоже сравните численность населения. Очень много населения живет в Базар-Коргоне, очень большое село, 33,3 тысяч человек. Данные распределения населения области по возрастному составу следующие. Население области до 16 лет 35,6%. Трудоспособная часть 57,9% и люди пенсионного возраста 6,5%. Рассмотрим это в диаграмме. Вот возрастной состав. Еще раз посмотрите внимательно и можете начертить. На этом закончили сегодняшний урок. Теперь обобщим. Экономико-географическое положение Джалалабадской области выгодное. Имеется месторождение угля, нефти, газа, золота, полиметаллов, сурьмы и гидроэнергетических ресурсов. Большое значение имеют железная и автомобильная дороги Бишкек-Ош, Ош-Харок, Ош-Сарыташ, связывающие республики с такими странами, как Узбекистан, Китай, Таджикистан, Пакистан, Индия. Много термальных и минеральных источников, как Джалалабад, Майлису и другие. Территория области богата рекреационными ресурсами, которые привлекают туристов своей красотой. Арсланбаб, Кызылүңкүр, Каралма, Сарычелек, Пачата и другое. Огромное хозяйственное значение имеют уникальные орехоплодные леса. По количеству населения Джалалабадская область занимает второе место после Ошской области, более 1 миллиона жителей. По числу городов занимает первое место в республике 7 городов и 7 поселков городского типа. Трудоспособная часть населения занимает почти 58% населения. Далее идет закрепление урока. Ответим на вопросы. Можете записать в тетрадь. Джалалабадская область на юго-западе и западе граничит с Узбекистаном. Общая площадь области составляет 33,7 тысяч квадратных километров. По своему административно-территориальному делению в настоящее время Джалалабадская область состоит из скольки районов? 8 районов. В состав области входят сколько городов, ПГТ и сел?
7 городов, 7 поселков городского типа, 415 сел. Какие полезные ископаемые добываются? Каменный уголь, золото, нефть и газ, сурьма, марганец, полиметаллические руды и другие. Население области составляет 1 036 700 человек. Из них живут в городах 22,6%, в селах 77,4%. Плотность населения области составляет на 1 квадратный километр 26 человек. По республике 24 человека. На этом мы закончили наш сегодняшний урок. Записываем домашнее задание. Первое. Выучить основные цифровые данные области, районы с районными центрами. Второе. Заполнить таблицу по природным зонам, используя тексты 8 класса по теме Юго-Западный Тянь-Шань, 154 страница. Третье. Нанести на контурную карту районы с районными центрами, изученные на уроке, а также полезные ископаемые, добываемые в области. Четвертое. Уметь показать географические объекты на картах. До свидания, ребята. До следующих встреч.